Настоящий гигант мукомольного производства. Мощность только в первой очереди составляет 1200 тонн переработки зерна в сутки. «Сатурн-1» заработал по-новому. Карабулакский мукомольный комбинат реанимирован. Как производится мука и какого она качества? До середины октября все стены должны быть сделаны и приступить к работам по сооружению непосредственно пролетных строений и мостового сооружения. Масштабное строительство дороги федерального значения. На каком этапе реконструкция трассы «Кавказ», узнавал наш корреспондент. В Госдуме предлагается раз и навсегда отменить штрафы за тонировку, ссылаясь на то, что пользы здесь больше, чем вреда, особенно летом. Тонировать нельзя штрафовать. Или наоборот. В соцсетях уже разрешили. Что говорят инспекторы ГИБДД и водители? Отменят ли штраф за тонировку автомобилей? Сейчас мы проводим бетонные работы. Как вы видите, мы вышли из нуля и строим первый этаж. Новый детский сад возводится в Насыркорте. Нацпроект образования. Каким будет дошкольное учреждение, расскажем в выпуске. Чуть-чуть солнца, начали копать, вот вы сам видели, нормально урожай. Показательный пример трудолюбия, вносящий вклад в АПК. Турки-месхетинцы выращивают в Ингушетии овощи и фрукты без химикатов. В чем секрет их технологии? На канале Ингушетия время новостей. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности главы Республики Ингушетия Махмуд Али Калиматов в ходе встречи в Магасе с заместителем гендиректора ПАО «Россети», руководителем Россети «Северный Кавказ» Виталием Ивановым предложил создать межведомственную рабочую группу для решения проблем в электросетевом комплексе региона. По словам руководителя Ингушетии, главная задача – доступность электроэнергии для жителей Ингушетии. Подробности в материале нашего корреспондента. Каждая структура должна разработать свою концепцию по решению проблемы энергоснабжения, учитывая все погрешности в работе и свою ответственность. Мы должны видеть ответственного на каждом этапе, видеть конечного потребителя, дойти до каждого трансформатора. Это возможно только при совместной работе, сказал Махмуд Али Калиматов, отметив, что готов оказать максимальное содействие и личную поддержку в решении существующих проблем. Рабочую группу надо создать, чтобы они, вот мне нужно пошагово, каждый трансформатор, каждую линию. Я в любом случае до конца, как бы мне глубоко не пришлось, дойти до каждого трансформатора не пришлось. Я со своей стороны не оставлю ни одной точки, до которой я не дойду. Ведь мы должны понимать, а объекты, школы сейчас пойдут, мы должны готовы быть. Больницы, которые ежедневно. Какой-нибудь насос не заработал, и все. И я понимаю, что оно в комплексе вопросы, да? Но сегодня что можно сделать, что вы, так сказать, видите сами, вот как бы предаварийные ситуации, я просил бы, чтобы вы как бы пошли навстречу некоторым вопросам. Для меня вот контракт, конкретная подпись, даты, время исполнения. Мне нужны результаты. И я на это настроен и буду с это спрашивать всех, кто с моей стороны ответственен. Виталий Иванов, в свою очередь, сообщил, что специалистами Россети «Северный Кавказ» в Ингушетии впервые проведен технический аудит состояния объектов электросетевого хозяйства. Выявлен ряд проблемных вопросов, требующих оперативного решения для обеспечения стабильного энергоснабжения региона. Точно приветствуется, гарантированно. Можно это сделать в рамках рабочей группы, можно это сделать в рамках какого-то постоянного действующего оперативного штаба по энергетике. Абсолютно формат нужен точно межведомственный. Ремонтная программа, программа технического обслуживания у нас выполняется в полном объеме. Сейчас директивы, соответствующие правительства, они находятся в разной стадии. Что-то в Росимуществе, что-то в Минэнерго. То есть эта ситуация, на самом деле, вот, на мой взгляд,
в корне поменяется где-то, наверное, во второй половине 2020 года. С учетом того, как, в принципе, выходит директива. Поддержка будет уже, и вы, как глава республики, ее увидите уже, я думаю, не позднее сентября. Махмуд Али Калиматов также обозначил необходимость приобретения спецтехники и оборудования для проведения работ на объектах республики. В свою очередь Виталий Иванов отметил, что вопрос на контроле у руководства компании «Россети», и уже к концу августа 6 районных электросетей филиала будут обеспечены необходимой спецтехникой. Все 12 нацпроектов президент Владимир Владимирович Путин, он ведь столько денег вложены в эти нацпроекты, а они без энергии, они везде пронизывают друг друга. Сейчас строят эти дома, например, предприятия сейчас строят, их надо вводить в эксплуатацию. Если там будет недостаточно напряжения, нельзя. То есть и на перспективу я прошу проработать, руководству это докладывать, что мы сегодня делаем задачу такую, новое все делаем, деньги затрачиваем, но через 5 лет в перспективе это оборудование уже не потянет, эта нагрузка не потянет, поэтому продумывайте эти вещи. Первое совещание о результатах работы межведомственной группы Махмуд Али Калиматов предложил провести в конце сентября. При этом он отметил необходимость работы на перспективу. Амина Бокова, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Суров. Новости 24. Подготовка и проведение муниципальных выборов, планируемых на 8 сентября, предстоящее паломничество в Саудовскую Аравию и ряд других важных тем было вынесено сегодня на повестку дня в региональном правительстве. Плановое и расширенное совещание Кабинета министров прошло под председательством премьер-министра Зелимхана Евлоева. Также присутствовали главы муниципальных образований региона. С основным докладом выступил председатель избиркома Ингушетии. Все подробности у Даны Плиевой. Один из главных вопросов на повестке – подготовка к предстоящим выборам. Они проходят в единый день голосования, 8 сентября. На сегодняшний день кандидатов в депутаты выдвинуто 898 человек, из которых политическими партиями выдвинуто 794 кандидата, а в качестве самовыдвижения подали документы 104 человека. Регистрация кандидатов все еще продолжается, точное их число будет известно 3 августа. Сейчас основная цель – это подготовка к избирательной кампании. Помещений для размещения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, оснащение их мебелью, инвентарем, компьютером и оргтехникой, обеспечение резервными источниками питания. На каждых выборах мы проводим специальную работу и делаем все возможное, чтобы они были, эти генераторы, маленькие генераторы. Потому что надо понимать, что если в территориальной избирательной комиссии гаснет, перестает подаваться электроэнергия и зависает полностью вся система государственная, система газовой. А также на каждом пункте должны быть оборудованы специальные пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы каждый житель республики смог сделать свой выбор. В целом в республике пройдут 39 выборных кампаний муниципального уровня, по итогам которых предстоит замещение 456 депутатских мандатов. В 11 муниципальных образованиях выборы пройдут по пропорциональной системе, по партийным спискам. Всего по этой системе будет выбрано 185 депутатов. В остальных 28 сельских поселениях выборы пройдут по мажоритарной системе, по многомандатным избирательным округам. По этой выборной системе будет избран 271 депутат. Всего в регионе будет открыто 127 участков для голосования. Все главы муниципального образования, когда я говорю, это имеется в виду сельские поселения, все муниципальные образования, пройдите по местам организации избирательных участков, заактируйте, проверьте наличие беспрепятственного прохода для голосования лицам с ограниченными возможностями здоровья. И представьте эту информацию аппарат правительства. Еще один вопрос на повестке – всеобщая иммунизация населения против полиомиелита. Вспышки этой болезни зарегистрированы в одном из соседних регионов. В Ингушетии заболеваемость пока не выявлена. И чтобы поддержать эту нулевую статистику, началась профилактика. У нас есть вакцины, у нас есть списки тех людей, которые должны быть вакцинированы.
Мы работу очень активно проводим с прошлой недели. Ну, она проводилась и раньше, но сейчас мы актуализировали ее работу после того, как руководитель Роспотребнадзора страны нам всем дала такое задание. Обсудили на совещании событийные мероприятия, запланированные на этой неделе. Десятки участников соберет интеллектуальное состязание, 4-й международный шахматный фестиваль «Башня согласия». На этом турнире будут присутствовать все регионы Северного Кавказа и Москвы. Ожидается присутствие около 200 юных шахматистов. Оно начнется 31 числа и закончится 4 числа. И в заключение это матчевая встреча, товарищеская встреча между международными гроссмейстерами, между нашим земляком, чемпионом Европы Эрнестом Наркием и чемпионом мира Сергеем Корякиным. Турнир будет проводиться со 2 по 4. Дело в том, что заключительный матч у них состоится на высоте 100 метров в башне Согласия. Еще одна важная тема – паломничество в Саудовскую Аравию. Уже 30 июля из аэропорта Ингушетии в Медину вылетит первый самолет с паломниками. Председатель правительства обратился к организаторам, отметил, что у будущих хаджи не должно возникнуть проблем при перелете и совершении паломничества. Дана Плеева, Адам Далаков, Новости 24. Мукомольный комбинат в городе Карабулак вновь заработал. На начальной стадии запуска промышленное предприятие способно переработать 1200 тонн зерна в день. При полных мощностях цифра дойдет до 2400 тонн. Мукомольный завод «Сатурн-1» состоит из хранилища зерна, элеватора и мельницы. Реанимирование комбината создало новые рабочие места и продукцию высокого качества с возможностью поставки даже в другие страны. Как производят муку под брендом «Сделано в Ингушетии», расскажет Жаридат Халухоева. Это звук вальцевых машин, вновь зазвучавших в Карабулакском мукомольном комбинате. Спустя 5 лет простоя гул здесь не утихает ни на минуту. Настоящий гигант мукомольного производства. Мощность только первой очереди составляет 1200 тонн переработки зерна в сутки. А при полной загрузке предприятие способно будет реализовывать 2400 тонн. Этой продукции хватит для заполнения качественной мукой не только внутренний рынок, но и внешний. Мукомольный завод «Сатурн-1», как и мельница прошлого, состоит из хранилища зерна, элеватора и, собственно, самой мельницы. Однако масштабы совершенно другие. Производительность 1800 тонн муки ежедневно. А начинается этот процесс на весовой, где зерно взвешивают и отсыпают в завальные ямы. С этих ям поднимается зерно, на элеваторе подается через нории. Загружается элеватор, после того по мере надобности оттуда поступает на мельницу. Все, а потом уже дальше идет размол, делится по фракциям, это мука. Она высший, первый, второй, зависит от того, какой сорт нам необходим. Если есть заказ у нас сегодня на высший сорт, мы делаем высший сорт. Мука и отруби у нас появляются вот эти. Это огромная емкость, неотъемлемая часть мукомольного завода, и именно в нее поступает все приходящее зерно, а это 80 тысяч тонн пшеницы. На предприятии 7 элеваторов, правда сейчас на начальном этапе их задействовано только 5. Производство муки идет круглосуточно, поэтому конвейеры, переносящие зерно из силосов, работают без остановки. Главная задача почти всех этих машин – просеивать, отделять зерно от примесей, сепарировать и очищать, чтобы к финальному этапу размолочному цеху поступило только чистое зерно определенного качества и стандартного размера. Если вот маломальское пригодное зерно дать, оно выпускает исключительно хорошую продукцию. И действительно, вот сегодня мука, которая нами выпускается, без ложной скромности, можно сказать, это мука высшего уровня по всем показателям. Валочный цех – это целый механизм, разделенный на несколько машин. В них зерно, проходя сверху вниз, раздавливается и снова поднимается наверх по вот этим трубам. Там они обратно фильтруются и делятся на муку, крупу и отруби. Упаковка готового продукта происходит здесь же. Мука высшего сорта распределяется в 50-килограммовые мешки с помощью вот такой карусели. В планах у предприятия расширить географию сбыта продукции и выйти далеко за российские границы, охватив Узбекистан, Ирак, Афганистан и Израиль. Муку ингушского производства уже поставляют в Иран. С этим государством заключен договор на поставку первого, высшего и второго сорта муки в общем объеме 27 тысяч тонн ежемесячно. Мы с удовольствием будем его продавать в Ирак, в Сирию, в Пакистан, в Афганистан. И хотим еще
когда вторая линия откроется, вторая линия он запустит, всю партию покупаем. Качество вашей муки лучше, чем турецкая, чем другие заводы производят. Самая лучшая мука в мире. Это мы однозначно вам заявляем. Потому что лаборатории мы можем показать. Мы сделали, значит, конкурс был, и ставропольский, и другие образцы муки мы в турецком лаборатории проверили. Лучшей вашей муки карабулакской нету. Вместе с запуском комбината открылась новая страница в истории социально-экономического развития региона. Кроме импортозамещения, мукомольный завод обеспечит рабочими местами более 300 человек. И это не все плюсы. Мука наша будет намного дешевле, чем в российском рынке. Если сегодня стоила мука на рынке 1200 рублей мешок, мы ее отпускаем по 750 рублей. У нас закупают и Чечня, Осетия, Дагестан, Ингушетия. Мы продаем муку, хорошего качества муку. Объемов зерна, выращиваемого в республике, недостаточно, чтобы полностью обеспечить такое масштабное производство. Поэтому зерно закупают в соседних регионах. В планах у руководства предприятия запуск объекта на полную мощность. И, возможно, совсем скоро муку Абада можно будет увидеть не только в магазинах региона, но и всей страны. Жарадат Хулхоева, Марбек Мержоев, Новости 24. Четырехполосное движение, 3 транспортные развязки, современное освещение и сотни новых дорожных знаков. Все это ближе к 2020 году, а пока масштабные строительные работы на протяжении 26 километров. В Ингушетии продолжается реконструкция федеральной трассы «Кавказ». В настоящее время силы дорожников сосредоточены сразу на нескольких участках, в том числе и в районе Абигу. Там сейчас проводят укладку слоев асфальтобетона. Масштабная реконструкция подвергается и так называемый Магазский круг. Подробности у Дианы Дударовой. В будние дни, в часы пик, масштабное строительство на федеральной автодороге «Кавказ» особенно затрудняет движение. Возникают огромные пробки и заторы. Но обещанные преображения, которые ожидаются на протяжении 26 километров дороги, позволяют проявить терпение к издержкам реконструкции. Реновация трассы началась в конце 2018 года и уже выполнен огромный объем работ. На участке дороги в районе Абигу 2 километра дорожного полотна покрывают вторым слоем асфальтобетона. Уже на следующей неделе начнут укладывать третий. В конце августа дорожники планируют перенаправить и дорожное движение на эту полосу и приступить к реконструкции второй стороны трассы, которую завершат до конца года. Рабочие укладываются в график, несмотря на перерывы из-за неблагоприятных погодных условий. На данном участке у нас сейчас порядка 120 человек. Единиц техники порядка 50, 3 асфальтобетонных завода, 2 укладчика на данный момент. Погодные условия последние 2 недели не давали работать в связи с тем, что было в ночное время суток выборочно дожди и сильно заливало. Сейчас работы идут по плану. Строительные работы не прекращаются и на других участках трассы. Более 70 рабочих беспрерывно заняты сооружением подпорных стен. Первую уже возвели, вторая в процессе. Сейчас бригада дорожников готовит основание для третьей стены. Задействовано более 25 единиц специализированной техники. Практически сделано уже 50% подпорной стены. Окончательные сроки работ ориентировочно где-то до середины октября все стены должны быть сделаны и приступить к работам по сооружению непосредственно пролетных строений и мостового сооружения моста. Многих жителей интересовала судьба круга Магаз. Так вот, его сейчас демонтируют. В ближайшее время планируют установить светофоры, а движение по направлению Назрань-Магаза будут вынуждены перекрыть. С 1 августа до 30 ноября ориентировочно движение будет осуществляться либо через пост ГИБДД по объездной дороге, альтернативный выезд. В самом кольце движение будет организовано по направлению Владикавказ-Грозный, по прямому направлению без кольца. Выезд из города Магаз будет осуществляться по светофорному движению. Светофорный объект здесь будет стоять. От привычного кругового движения автомобилистам не придется отвыкать надолго. Его предусмотрели и в новом проекте реконструкции, только проходить оно будет под эстакадой. Здесь будет организовано движение по кольцу под мостовым сооружением.
Движение по дороге Р-217 «Кавказ» будет осуществляться, не мешая движению, разъезду между городами Назрань и Магаз, а выезд на мост будет осуществлен через кольцевое движение под мостом. Круговое движение на одноуровневой развязке, недостаточная ширина дороги и, как следствие, постоянные заторы. Все это вкупе стало причиной перегруженности федеральной трассы М-29 и частых аварий. После завершения строительства нового путепровода все эти проблемы останутся лишь воспоминаниями автолюбителей. На 26-километровом участке федеральной трассы «Кавказ» ожидается расширение проезжей части до 4 полос. На объекте построят 3 транспортные развязки. Также в рамках проекта специалисты и дорожники предусмотрят 4 надземных пешеходных перехода, 5 автопавильонов. Возведут более 8 километров шумозащитных экранов, почти 100 километров железобетонного и металлического барьерного ограждения и высадят более 13 тысяч деревьев. Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца ноября 2020 года. Диана Дударова, Магомед Даскиев, Новости 24. В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в регионах, которые граничат с иностранными государствами. Авторы инициативы считают, абитуриенты рассчитывают не только на более качественное высшее образование, но и на перспективу дальнейшего трудоустройства, поэтому выбирают город с сильным вузом. Если образование в приграничных зонах будет бесплатным, это повысит его привлекательность. Тогда после завершения учебы выпускники местных вузов, скорее всего, останутся там работать. Это поможет бороться с оттоком молодежи из отдаленных регионов. Отменят ли штраф за тонировку автомобилей? Этот вопрос волнует миллионов автолюбителей по всей стране. Все дело в том, что соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в конце прошлого месяца. Его авторы нашли положительные стороны тонирования стекол. Несмотря на то, что закон еще не рассмотрен и тем более не принят, в просторах интернета, а в частности в социальных сетях, публикуется информация о якобы официальном разрешении тонировки. Так ли это на самом деле, узнаем из репортажа Зелимхана Калоева. Любителям скрываться за тонированными стеклами машин в полумраке автосалона, возможно, скоро не придется опасаться наказания. В Госдуме предлагается раз и навсегда отменить штрафы за тонировку, ссылаясь на то, что пользы здесь больше, чем вреда, особенно летом. И солнце, и блики от фар встречных машин не слепят глаза водителю. Ручного апгрейда в солнцезащитных тонах ждут почти все водители дорогих и бюджетных автомобилей. Темная пленка на стеклах особенно нравится молодежи. Аквариумы, как называют в народе автомобили без тонированной пленки, напротив, молодым людям не по душе. Потому новшество в законе для некоторых как нельзя кстати. Тонировка, малха, малха, боих моби, избагадол, казик тонировка. Летом ищешь хулхули? Ищешь хул, ютури, дикомер, хоть какой-то процент там, если бы оставили бы, дикху керчо. А хансел за тонировку или против тонировки? Замху горцу, если честно. Нормально худар, так. Сундикец, малха чеji, маргич ногцо, сундикец. Тонировка атышхалчи, мала халухул ханз, машинч вашхан. Гала, халухул хамдац. Поправки в административный кодекс депутаты уже подготовили, но все же пока в России запрещено затемнять передние окна и лобовое стекло авто. Однако стремление водителя отгородиться от мира нередко превышает желание соблюдать закон. Если молодые автомобилисты за тонировку, то более старшее поколение, преимущественно ее противники. Чего, малуха, инспектору, соцвет, предъявить документ. Так, ищешь тонировки или я? Я. Вообще я. Тонировки я ждал. И учить вообще не надо. Мне абсолютно. Вот у меня сейчас заводское стекло бутылочное, мне оно абсолютно устраивает и все. Косу хамда, цена. Халыч, чабал чанта, ради интереса, махонов сун. Отмелили машину, ханят тонировка. Обычно такая, легкая бывает и все. 100%, по крайней мере, никогда я не делал. Ну, я не могу за всех сказать, но мне, например, не нужно. Вот какие-то неудобства от ее отсутствия вы чувствуете? Неудобства от нее в вечернее время. Намного видимость уменьшается. Видимость, вот зрение. А днем солнце не мешает? А вот днем мешает солнце, когда тонировки нет, например. Ну, жарко же. Ну, терпи.
терпимо, да? Ну, терпимо. Лучше терпеть, чем сделать аварию. Я так понимаю. Некоторые водители правила допустимой светонепроницаемости напрочь игнорируют. Разрешенная тонировка лобового стекла по ГОСТу 75%, на боковые передние окна 70%, а задние стекла можно хоть замуровать, никто не придерется. В критериях прозрачности некоторые, тем не менее, путаются. В 2010 году штраф за нее увеличили в 5 раз, сразу до 500 рублей. А через 5 лет начали заставлять водителей избавляться от солнцезащитной пленки прямо на месте. В этом им помогали сотрудники ГИБДД. Также нарушения не ограничиваются безобидным штрафом. Тем более сейчас законодательно предусмотрен льготный период оплаты штрафа 20 дней, это 250 рублей. Но я думаю, эта мера будет действенно иметь уже, когда люди будут доставлять в суд, и уже когда суд будет применять меры административного воздействия до 15 суток, 5 суток, 10 суток, это уже ощутимо. Поэтому я хотел призвать, что этот вопрос находится на контроле у руководства министерства нашего, и данный вопрос жестко стоит, и меры будут приниматься также и по тренировку, и за управление подложными госрегистрационным знаком, и за установку подложных ГРЗ. Как все заметили, эти рейды сейчас проводятся на постоянной основе. Ежедневно выявляется где-то не менее 50 нарушений, это не менее связано с управлением транспортными стеклами в отношении Великого административного. Поэтому во избежание каких-то недоразумений, недопониманий, я хотел бы призвать, чтобы именно придерживались правил дорожного движения Российской Федерации, водители транспорта, и не нарушали действующее законодательство. Еще в прошлом году штраф и вовсе хотели увеличить до 5000 рублей. Потом, правда, передумали, оставили все как есть. Инициатива беспросветная, возмущаются сотрудники ГИБДД. Действующие нормы светонепроницаемости салона более чем адекватные, и менять ничего не нужно. За глухой тонировкой того же лобового стекла вообще не понять, кто сидит за рулем. Да и сам водитель ничего не увидит, особенно в темное время суток. В ночной период времени, в период плохих погодных условий, тумана, дождя, обзорная видимость у водителя резко ухудшается, тем более при наличии достаточно затемненных стекол. Поэтому в первую очередь правила дорожного движения были построены, исходя в первую очередь из необходимости безопасности, обеспечения безопасности как водителя, так и его пассажиров. Инициаторы данного законопроекта ссылаются на нормы европейского права. Стоит отметить, что не все то, что приемлемо за границей, мы можем применять на территории Российской Федерации. У нас свои погодные условия, у нас свои территориальные особенности, у нас своя специфика законопроектов. Если проект закона об отмене штрафа за тонировку стекол автомобиля будет принят, то любители езды в полумраке смогут перемещаться спокойно, а до тех пор рискнувшим нарушить придется заплатить штраф. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Магомед Даскиев. Новости 24. Ингушетия вошла в число регионов, чьи заявки на создание технопарков поддержала Минэкономразвития России. Всего комиссия рассмотрела 48 заявок от регионов, из которых были отобраны 9 индустриальных и 8 технопарков. В случае окончательного утверждения эти проекты получат государственное софинансирование, и их реализация начнется в 2020 году. Речь идет о выделении более 3 миллиардов рублей на промышленные парки и 2 миллиардов 700 миллионов рублей на технопарки. Напомним, что первый в Ингушетии технопарк для предпринимателей предполагается создать в рамках нацпроекта МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Здесь появится вся необходимая промышленная инфраструктура для реализации инвестпроектов. Его открытия ждут сотни малышей и их родителей. Новый детский сад возводится в Насыркорте. Строительство дошкольного учреждения идет строго по графику в рамках национального проекта образования. Помимо интеллектуального и физического развития детей, детский сад, рассчитанный на 220 малышей, обеспечит население рабочими местами, а родителей – свободным временем. На какой стадии строительные работы, расскажет наш корреспондент. Вопрос нехватки мест в дошкольных учреждениях в регионе решают оперативными темпами. В ближайшие 3 года в республике планируется построить 17 детских садов. И один из них примет маленьких жителей Насыркорта. В числе многих вторым домом дошкольное учреждение станет для детей Пошевых. В семье подрастают 2 дошколят – 4-летний сын и 3-летняя дочь. Пока родителям приходится возить детей в один из детских садов в Назране. Мы, конечно, рады, что рядом будет и садик, и школа, и другие социальные объекты. Мы рады. Я думаю, и все наши односельчане будут рады. Я могу и за них это сказать.
Бригада рабочих, шум работающей техники. На объекте суета. Сдать его обещают в срок и даже не сомневаются, что уложится в график. А началось строительство несколько месяцев назад. Детский сад строят в рамках реализации национального проекта образования. На Сыркорте подобных объектов еще не было. И оттого ответственнее задача. В первом дошкольном учреждении административного округа предусмотрели все, что нужно для комфорта и развития будущих воспитанников. Сейчас мы проводим бетонные работы. Как вы видите, мы вышли из нуля и строим первый этаж. Опалку с первого этажа ставим. И через 2-3 дня собираемся заливать. Здесь железобетонный каркас, здание железобетонного каркаса. Перегородки будут кирпичные. Стены несущие у нас уже будут из легкобетонных блоков. И уже отделка будет из керамогранита. Осталось возвести туда еще один этаж, здесь 2 этажа. И дальше все отделочные работы, благоустройство, облагораживание всей территории. В здании будет 4 лифта, один из которых грузовой, еще один для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сад рассчитан на 220 детишек, и для них оборудуют игровые и спальные комнаты, зал для занятий физкультурой и музыкой. Особое внимание уделили и вопросу безопасности. Обязательно здесь будут пожарные выходы, 8 пожарных выходов будет. Здесь предусмотрены лифты, здесь предусмотрены наклонные подъемники, здесь предусмотрены пандусы для маломобильных, везде здесь предусмотрены пандусы, чтобы посещение садика было комфортным. На прилегающей территории по проекту предусмотрели большую детскую площадку, уютные беседки и цветочное оформление. В общем, на этом объекте сделают все для хорошего детства. Тамара Хашигульгова, Адам Гулоев, Султан Булгучев, Новости 24. Ингушетия стала для них вторым домом. Доброжелательные и трудолюбивые турки-месхетинцы уже много лет живут на плодородной ингушской земле, которую они засеивают различными сельхозкультурами. На десятках гектарах фермеры выращивают капусту, баклажаны, картофель и не только. Продукцию поставляют на местные рынки. Идрис Ижиев продолжит. Погода этим летом испытывает не только жителей, но и сельскохозяйственные культуры. Жаркий летний зной сменяют обильные дожди с грозами. Однако малгобекские аграрии не унывают и делятся. Хороший урожай не достается легко. Возим на базар, на Зран, и там дешевле продаем, и людям тоже помогаем. Вот когда товар дешевле, люди помогают, дешевле покупают. Турки-месхетинцы приехали в нашу республику пару десятков лет назад. И теперь в Малгобекском районе почти каждый из них занимается земледелием. Будь то у себя во дворе или на таких полях. Капуста, картофель, баклажаны и еще с десяток разновидностей овощных культур. Засеивают более 30 гектаров. Выращивать овощи – дело не из легких. Но здешние аграрии жаловаться не привыкли и очень гордятся плодами своих трудов. 5-6 килограмм сейчас на нем. И она вся вот такая, да по-моему? Все. Одна из главных проблем всех аграриев – это вредители. Сочные свежие плоды притягивают разных насекомых. Решать эту проблему всегда нужно без отлагательств, иначе от урожая останутся одни стебли. Совка, это червяк, очень даже любит в помидорах. Мы отравляем его разными лекарствами, караген, вот эти разные эйфория. Ну, слава Аллаху, убиваем. Несмотря на дожди в последние недели, с водой, тем не менее, здесь явная нехватка. Овощные культуры потребляют большое количество влаги, но воду, как признаются аграрии, часто отключают. Рамазан Мирзаев трудится здесь не первый год и сталкивается с этой проблемой часто. В этот раз Рамазан с коллегами решает проблему нехватки воды кардинально. Здесь вода не поднимается, участок, возвышенность. Мы поставили моторы и туманным поливом поливаем. Допустим, в данный момент поливается культура укроп, дальше зеленый лук. Мы с канала поливаем, а бывает, что воду закрывают. Бывает именно в тот момент, когда жара, именно нужна вода, и бывает ее нету. Вот тот момент очень потери большие, все сгорает. Сейчас один из самых ответственных и сложных периодов работы – время собирать картофель, поэтому все силы брошены на эти поля. У нас уже несколько дней дожди, не смогли копать его. Вот сейчас чуть-чуть солнца, начали копать, вот вы сам видели, нормально урожай. Еще лучше был бы, вот эта погода позволяла бы нам. Картошка проблем нету. Ну, этот год что-то, не знаем, погода что-то изменился. Июль месяц, как будто конца сентября сейчас. Урожай здесь собирается вручную. Под таким палящим солнцем работаешь буквально до 7-го пота. Но рабочие не унывают и трудятся, чтобы уложиться в срок. Ведь овощи, выращенные на родной земле, востребованы во всей республике. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.
Лучшие бейсджамперы России и зарубежья соберутся на ежегодном спортивном турнире в Ингушетии. С 11 по 18 августа в Джейрахском районе состоится международный фестиваль бейсджампинга «Легенды гор-2019» в памяти трехкратного чемпиона России по парашютному спорту, всемирно известного экстремала Глеба Воеводина. В фестивале примут участие 25 спортсменов, среди которых представители Москвы, Кирова, Рязани, Курска, Санкт-Петербурга, Италии, Бразилии и Турции. Показательные прыжки профессиональных бейсджамперов будут проходить с гор Цейлам, Мятлам и Ний. Для гостей и участников соревнований планируется насыщенная культурная программа, экскурсия по туристическим объектам, уникальным средневековым башенным комплексам в горной части республики. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.